Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Индивидуальных предпринимателей в России впервые с 2002 года стало больше, чем юрлиц. По данным Федеральной налоговой службы, в России зарегистрированы 3 миллиона 992 тысячи юридических лиц и 3 миллиона 996 тысяч индивидуальных предпринимателей. Ситуация совершенно нетипична для российской экономики. С начала 2000-х годов соотношение всегда было в пользу юридических лиц. Но с 2008 года число вновь регистрированных ИП стало превышать число юридических лиц. К концу первого квартала 2019 года число юрлиц и ИП в стране сравнялось, а в начале второго квартала индивидуальных предпринимателей стало больше. По мнению экспертов, такая динамика объясняется тем, что индивидуальным предпринимателям стало проще вести бизнес. Они несут меньшее налоговое бремя, надзорные органы предъявляют к ним меньше требований. Также для юридических лиц в последнее время очень серьезно увеличились штрафы. Кроме того, юрлицам сдают больше отчетности. Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы для заведения общепита. Из новой версии Санпина исчезло несколько требований, которые в нынешних реалиях воспринимаются как абсурдные. Например, обязанность заведения иметь отдельное помещение под яйцебитню, мыть посуду только ветошью и только в уксусном растворе. Но в документе сохранилось много норм, которые участники рынка расценивают как строгие. Так, все сотрудники кафе, ресторанов и других заведений должны иметь профессиональную подготовку, носить чистую рабочую одежду и ежедневно проходить проверку на наличие гнойничковых заболеваний, ожогов, порезов и дисфункцию желудочно-кишечной системы, как у себя, так и у всех членов семьи. Объем инвестиций в сельское и лесное хозяйство к 2024 году должен увеличиться практически в 2 раза. В рамках реализации плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте руководством страны установлены Минсельхозу соответствующие целевые показатели в сфере агропромышленного комплекса. Так, к 2024 году объем привлекаемых частных средств в сельское и лесное хозяйство, охоту и рыболовство должен вырасти и составить 822 миллиарда рублей. По сравнению с показателем 2017 года 444 миллиарда рублей. В частности, объем инвестиций в производство пищевых продуктов к 2024 году планируется увеличить до 356 миллиардов рублей. Для наращивания объема инвестиций необходимо в том числе разработать нефинансовые меры государственной поддержки при участии Минэкономразвития с учетом интересов профильных союзов и бизнес-сообщества. В условиях вступивших в силу изменений в пенсионное законодательство граждане России предпенсионного возраста, это женщины 55-59 лет и мужчины 60-64 лет, рискуют стать наиболее уязвимой категорией населения. Риск роста бедности среди россиян данной категории заключается в том, что часть из них могут уже не иметь работу к моменту достижения возраста выхода на пенсию согласно старым нормам, и, соответственно, их доходы значительно упадут до момента достижения нового возрастного порога. Таким образом, по прогнозам экспертов, существует риск того, что уровень бедности в этой категории, несмотря на различные выплаты по безработице и программы поддержки предпенсионеров, может вырасти с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году. Утверждена программа развития водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Республики Саха-Якутия Владимиром Солодовым. В рамках программы население Вилюйской группы улусов будет обеспечено качественным водоснабжением. Всего в программу включено 29 населенных пунктов. К 2024 году планируется реконструировать и построить 21 водозаборную станцию и 30 водоочистных сооружений, а также провести 104 километра сетей водоснабжения в населенных пунктах. На первоначальном этапе реализации программы предполагается разработать проектно-сметную документацию на строительство крупных водоочистных сооружений и сетей водоснабжения в административных центрах, приобрести 9 модульных водоочистных станций и 16 единиц водовозной техники. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.